Всем доброго времени суток. Давайте знакомиться. Меня зовут Пахомова Елена Петровна. Я соучредитель общественного фонда помощи и поддержки детей и подростков с синдромом Дауна, Казахстан, город Алматы. При нашем фонде у нас есть центр развития, который специализируется на развитии детей с синдромом, который называется тоже Кумбала. И в этом центре я работаю нейропсихологом. Мы проводим консультации для родителей из всего Казахстана. В нашем центре детки занимаются с 8 месяцев и до подросткового возраста, как я уже говорила. Предоставляемые услуги – это лечебная физкультура, это занятия индивидуальные с дефектологом, группа раннего развития, группа по подготовке к школе и группа по поддержке школьников, в которые приходят дети, которые находятся на обучении в коррекционных школах, инклюзивных школах и которые на домашнем обучении. Мы решили со специалистами нашего центра делать онлайн-уроки. Для кого эти онлайн-уроки? Ну, в первую очередь, конечно, для родителей, но я считаю, что они будут очень полезны и для специалистов, которые работают с детьми с синдромом Дауна или которые планируют работать с нашими детками. Я взяла на себя нишу развития детей дошкольного возраста и начальных классов. На своем первом уроке я расскажу немножко о синдроме Дауна, расскажу о функциях мозга наших деток. Далее уже на следующих уроках я уже буду давать больше каких-то инструментов, как можно работать с детьми. Сейчас мы начнем. Еще хотелось сказать, что мне эта тема очень близка, потому что я являюсь также мамой ребенка с синдромом Дауна, и поэтому знаю, насколько важно развитие детей и насколько важна поддержка для самих родителей. Надеюсь, наши уроки для вас будут очень полезны, и вы будете с нами. Синдром Дауна, что это? Это форма врожденной патологии, связанная с нарушениями в геноме. Традиционно определяется как синдром. Болезнь Дауна говорит неверно и неправильно. В настоящее время уже не вызывает ни у кого сомнения в том, что дети с синдромом Дауна проходят все те же этапы развития, что и нормативные дети. Единственный момент – это временной. Развитие детей с синдромом Дауна может варьироваться в широких масштабах, и на самом деле границы еще достоверно неизвестны развития детей. Все детки достаточно разные. На данный момент специалисты не могут четко разделить психофизиологические причины отставания детей или неверного подхода к обучению детей с синдромом. Нейропсихологические методы являются наиболее чувствительными для решения этих задач. Именно они позволяют получить целостное представление о высших психических функциях ребенка в целом. Понятия высшие психические функции в свое время были введены в общую психологию Львом Семеновичем Выгодским и подробно разработаны Александром Романовичем Луриным. Что же такое высшие психические функции? Это речь, это мышление, это социальные эмоции, это внутренние чувства, это память, это восприятие, это воля. Высшие психические функции у нас формируются на протяжении всей нашей жизни в общении с другими людьми и овладении новыми видами деятельности. Давайте попробуем разобраться в специфике познавательной деятельности у детей с синдромом Дауна. Итак, мышление. Глубокое недоразвитие речи оказывает влияние на мышление, что может создавать впечатление, что ребенок находится на более низком уровне развития, чем по сути оно и является. Однако, при выполнении определенных упражнений ребенок с синдромом может показать результаты, не уступающие нормативному ребенку.
У детей с синдромом Дауна наблюдается нарушение мыслительных операций и снижение активности мыслительных процессов. Абстрактные понятия детям с синдромом непонятны. Наиболее сохранным является наглядно-действенное мышление, а наиболее нарушенным является словесно-логическое мышление, что в свою очередь является важной стадией умственного развития. Когда ребенок учится с помощью речи выражать логические умозаключения и развивать способность аргументировать свои мысли. Поэтому вот эта вот стадия прям очень важна, ее нужно развивать, заниматься индивидуально с логопедами и с дефектологами. Память. У детей с синдромом Дауна отмечаются сложности с кратковременной и оперативной памятью. Не интересующую их информацию дети склонны быстро забывать. Но если уже какая-то информация у них осядет в голове, то это надолго. Над логической памятью преобладает механическая память. Что это обозначает? Это обозначает, что ребенок склонен больше к заучиванию материала, чем к осмыслению самого материала. Как правило, кратковременная и зрительная память у детей с синдромом развита лучше, чем вербальная. Это означает, что им легче учиться с помощью зрительной информации, чем с информацией, которую нужно воспринимать на слух. Внимание! У младших школьников с синдромом Дауна доминирующим является непроизвольное внимание, не требующее усилий, такое пассивное. Внимание неустойчиво, повышена утомляемость у ребенка, ребенок легко отвлекается и имеются сложности с переключением ребенка. Восприятие. Для детей с синдромом Дауна характерны сложности с восприятием пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Имеются сложности с определением времени на часах, днях недели и времен года. Давайте поговорим с вами о сильных и слабых сторонах развития ребенка с синдромом Дауна. Я разложила все по пунктикам, думаю, что так будет удобнее для усвоения информации. Начнем мы с вами со слабых сторон. В первый пункт я включила проблему ориентации. Проблема ориентации она достаточно многогранна, она включает в себя как представление о размере, форме предмета, так и способность различить расположение предмета в пространстве. Часто ученики с большим трудом ориентируются на тетрадном листе бумаги, зеркалят буквы, не видят строки, буквы у них разного размера. Второе. Необходимость большого количества повторений для усвоения материала. Считаю, что это все-таки больше минус, потому что много времени нужно потратить на усвоение определенного навыка. Третье. Утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованы ребенком. Бывает так, что специалист работает с ребенком полгода, ребенок осваивает навык, тут ребенок заболел, у него вирус какой-нибудь, и после лечения ребенок приходит опять на занятия, и специалисту приходится начинать работу опять с нуля. Четвертое. Нарушение целеполагания и планирования действий. Конечно, ребенку с синдромом достаточно сложно поставить цель и идти к этой цели, или планировать свой день, опираясь только на свой, держать это в голове. Ему нужно, конечно, зрительное подкрепление. Пятое. Неравномерность развития ребенка в различных сферах. Это могут быть разные сферы: речевые, эмоциональные, социальные, двигательные. Пятое. Нарушение сенсорного восприятия. Это бывает часто связано со сниженной чувствительностью и с часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. Тут же хотелось пометить, что дети с синдромом обладают различным исходным уровнем развития, и темпы их развития тоже значительно отличаются друг от друга. Поэтому при работе с детьми с синдромом имейте это в виду. Хочется поговорить теперь о приятном, и это сильные стороны развития детей с синдромом. Это хорошее зрительное восприятие, зрительная память, способность к наглядному обучению,
хорошая способность к подражанию, хорошая способность обучаться в процессе предметно-практической деятельности. Целью же коррекционных работ с детьми является социальная адаптация, приспособление к жизни и интеграция в общество. Цели. Достичь поставленных целей можно путем решения следующих основных задач. Развитие психических функций у ребенка в процессе работы, как можно более ранняя коррекция с ребенком, воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Основное внимание уделяется на формирование правильных привычек. Про привычки пищевые тоже не забывайте, это очень важно. Трудовое обучение, выработка навыков самообслуживания. Сенсорное воспитание является одним из направлений в коррекционной работе с детьми с синдромом. Начало обучения на самом деле достаточно волнительный процесс для каждого ребенка. Это период в жизни, из малыша ребенок превращается, собственно говоря, в ученика. Успешность и эффективность обучения напрямую будет зависеть от того, насколько ребенок готов к самой школе. Для чего нужны специальные занятия для ребенка? Специальные занятия нужны для того, чтобы ребенок отработал навык работы за партой, научился работать в группе, овладел набором знаний и умений. Очень хорошо для этого подходят мини-группы, такие 5-6 человек, где будущий первоклассник имеет возможность научиться правилам дисциплины, регулировать свое поведение, выполнять поручения учителя. Педагогам и родителям обязательно следует обращать внимание на то, как ребенок выполняет задания. Где-то нужно его поддержать, где-то помочь, если ваша помощь будет требоваться. И все предлагаемые ребенку задания должны быть посильны для конкретного ребенка. Еще хотелось бы добавить, что каждый урок у вас должен заканчиваться таким заданием, в котором вы на 100% уверены, что ребенок справится. Тогда у ребенка будет расти уверенность в себе, и он будет вставать каждый раз из-за парты таким победителем. Это большая мотивация для продолжения уроков в дальнейшем. Социальная коммуникативная готовность в школе. К сожалению, часто роль социальной готовности к школе недооценивается. Чтобы лучше представить, насколько она важна, выделим ее основные составляющие. Развитие представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию. Знание возраста, половой принадлежности. Ребенок знает по именам членов своей семьи, по крайней мере тех, с кем он проживает. Знание собственного адреса, знание социальных объектов, это магазины, театры, парикмахерские, поликлиники, коммуникативные навыки, умение самостоятельно вступать в контакт. Здесь может быть или вербально, или невербально. Умение выходить из конфликтной ситуации. Ребенок может или уступить, или договориться, попробовать. Умение соблюдать очередность, умение оказывать поддержку другим детям на группе. Вот это я, кстати, часто вижу у себя на занятиях, как дети стараются помочь друг другу на уроках. Умение поддерживать контакт, опять же, вербальное или невербальное, социальное поведение. Развлечение людей по полу и возрасту. Адекватность поведения со сверстниками. Ребенок замечает других детей, знает их по именам, корректирует свое поведение в соответствии с поведением других детей на группе. Знание правил общения со взрослыми людьми. Ребенок соблюдает дистанцию. Ребенок понимает, что с чужим человеком он никуда не должен идти. Ребенок не перебивает. Умение следовать правилам в общественных местах. Ребенок не кричит, не бегает в общественных местах.
когда находится на улице, он должен находиться рядом с родителями, чтобы он не выбегал на дорогу. Вот. Сформированность представления о школе. Ребенок понимает, что в школе есть учитель, которого нужно слушаться. Зачем ходит в школу, ребенок понимает, что в школе не играют, знает функции звонка, навыки самообслуживания. Ребенок умеет самостоятельно пить, не проливая, пользоваться вилкой, ложкой. Ребенок умеет самостоятельно одеваться, обуваться. Ребенок умеет самостоятельно мыть руки, пользоваться полотенцем. Ребенок умеет убирать за собой игрушки, собирать школьные принадлежности в портфель, вешать свою одежду. Вот это вот основные навыки социальной готовности к школе. Конечно, ребенок должен, желательно, чтобы ребенок ими овладел. На этом наш урок с вами подошел к концу. Надеюсь, что он был вам полезен. Теперь мы будем с вами встречаться. Я постараюсь дальше развивать эту тему. До скорых встреч!